Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Дерзкое ограбление произошло в одном из магазинов Любляны в районе Моста в субботу в 8 вечера. Согласно информации, собранной на данный момент полицией Любляны, двое вооруженных людей в масках вошли в магазин, связали руки продавцу и 3 покупателям, украли их личные вещи, а затем похитили деньги из кассового аппарата. По описанию потерпевших, двое неизвестных, ограбивших в субботу вечером один из магазинов, были высокого роста, одеты в черную одежду и имели на голове маски с вырезом для глаз, а также на них были перчатки. В конце рабочего времени они вошли в магазин и потребовали у продавца деньги, угрожая оружием. Вообще просто сложно представить такая тихая, спокойная Любляна и вдруг такое настоящее вооруженное ограбление. Сотрудник и еще 3 человек, находившиеся в тот момент в магазине, легли на пол. Им связали руки, украли личные вещи, забрали из кассы несколько купюр. Видимо, денег там было совсем немного, а затем покинули место преступления. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Полиция продолжает собирать информацию о нападавших. Помимо такого дерзкого вооруженного ограбления, в нашем районе, который называется Бежеград, произошло мошенничество с похищением средств у пенсионера. Одна женщина позвонила в квартиру, видимо, она уже знала, что там живет одинокий пенсионер, и начала его заговаривать, начала ему предлагать какие-то медицинские препараты. Помимо препаратов начала ему рассказывать о каком-то прекрасном массажном аппарате. Пока она его заговаривала и отвлекала, в квартиру проник ее сообщник, похитил драгоценности и деньги. Пенсионер впоследствии обратился в полицию, написал заявление, его ущерб оценивается в несколько тысяч евро. В центре, рядом с остановкой Баварский двор, был замечен молодой мужчина, который держал в руках 2 ножа. И при этом он начал кричать, что «я вас всех зарежу». Естественно, такое поведение шокировало людей. Но кто-то быстро вызвал полицию, полиция приехала, оцепили лентой окружность вокруг этого мужчины и начали вести с ним переговоры. Движение общественного транспорта было приостановлено, по улице шли толпы людей, и огромная толпа зевак остановилась, чтобы заснять и посмотреть на происходящее. И еще интересно, что мужчина подготовился. На нем была защитная пластиковая маска. Видимо, он боялся, что полицейские применят против него слезоточивый газ. Целый час полицейские вели с ним переговоры и пытались убедить его опустить руки с ножами. И в итоге на место происшествия прибыл родственник этого молодого человека. Как оказалось, молодому человеку всего 23 года, и он был замешан ранее в аналогичном инциденте. В 2020 году он также с ножами угрожал окружающим. В итоге, после того, как на место происшествия прибыл его родственник, он опустил руки с ножами. И в этот момент на него набросились полицейские. Полицейские попытались его обезвредить электрошокером, но по каким-то причинам электрошокер не сработал. И сейчас выясняют, почему так получилось, что электрошокер не сработал. Мужчину в итоге связали и поместили в карету скорой помощи, которая прибыла также на это происшествие. И сейчас он будет проходить лечение в одной из психиатрических клиник. Помимо вышеупомянутых случаев, за сутки с субботы на воскресенье полиция Любляны разбиралась с 20 случаями. 10 из них были кражи со взломами. В некоторых домах престарелых города Любляны были выявлены случаи заражения легионеллезом. Эта болезнь может привести к развитию пневмонии. А заразиться ей можно через проточную воду, если в этой проточной воде оказалась бактерия легионелла. В новостях не раскрывают, в каких именно домах престарелых произошла эта вспышка, но сейчас прикладывают все усилия, чтобы эта болезнь не распространилась. Чтобы эта болезнь не распространялась, нужно кипятить проточную воду. И сейчас выясняют, каким образом и почему эта бактерия попала в проточную воду. А вы, кстати, пьете некипяченую воду из-под крана. Мы, например, воду не кипятим. Мы ее набираем просто в кувшин, который
который нам ее фильтрует. И я очень сомневаюсь, что этот кувшин может обезопасить от бактерии Леонелла. Славянский курортный регион Краньская гора последует примеру Швейцарии и очистит свои прекрасные поля от засилья рекламных плакатов. Муниципалитет Краньской горы считает, что славянские альпийские долины очень сильно загажены рекламными щитами, и поэтому они полны решимости положить этому конец. Новый муниципалитетный указ запрещает рекламу на сельскохозяйственных землях. Словения действительно загрязнена этими плакатами, говорит мэр Хенрик Зупан, добавляя, что в Швейцарии и в Австрии не так много плакатов, особенно в альпийских долинах. Мне нравится этот новый законопроект. Действительно, Краньская гора – один из самых красивых регионов Словении. И когда ты движешься по этому региону, то ты хочешь любоваться прекрасными лугами и альпийскими вершинами. И, конечно же, рекламные плакаты не вписываются в окружающую атмосферу. Друзья, и напоминаю вам, что сегодня воскресенье в 12 часов вы можете прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию. И люди, граждане России, проживающие за границей, и в частности в Словении, также могут прийти на избирательный участок в российское консульство и проголосовать. Но, к сожалению, кто станет победителем, для нас не является загадкой. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в день выборов в воскресенье в Любляне? Днем в Любляне от +5 до +19, облачно с прояснениями. Алиса, спасибо. Доброе слово и боту приятно. Алиса, а ты бот? Я нейроудочка. Что-то для вас выловлю. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!